было всегда обидно то, что про нас не знают. Что мы можем сделать? Основная цель была завести генетику, затем дать возможность фермерам, частному сектору развиваться. И я думаю, это было для меня дело чести, и наши навыки, оказывается, устарели. Да? Я хочу, чтобы, когда будет такое же время придет, да, чтобы было что рассказать, да, и чтобы это не было стыдно рассказывать. Да. Это была очень интересная история. Я вообще сам по образованию юрист, но затем пришла такая у нас возможность. Я учился в Америке, затем после Америки я приехал в Казахстан и начал работать в американской компании, которая занимается именно сельским хозяйством. Когда мы там были, всегда вопрос такой возникал: что мы можем сделать? Мы не можем Боинги производить, айфоны, но именно разведение животноводства, именно в мясном направлении, это было самое ближайшее к нам подходящее. Я думаю, это подтолкнуло, видя, как это все там развито и как можно зарабатывать на этом. Я думаю, основной момент это был вот этот опыт в Америке. Это вообще история такая студенческая. Вы же знаете, все программа была Work and Travel. Я был тогда студентом 3-го курса в Казахском гуманитарном юридическом университете. И когда мы первый раз поехали в Америку, это как студенты, в виде развлечения, в виде учебы, тогда я реально понял, что эта страна очень развита и можно много чего там научиться. И когда я работал студентом в ресторане, тогда был шеф-повар, афроамериканец, и он тогда задавал вопросы каверзные, и было всегда обидно то, что про нас не знают и всегда считают, мы такие же мигранты, как в Америке очень много. Тогда я ему дал слово, что я приеду в Америку уже не как студент или работающий класс, я приеду учиться и получу самое лучшее образование, которое у них имеется. Вообще бизнес-план Казбифа это была вообще совместное предприятие, да, это была joint venture компания, которая совместно с государством, с американскими фермерами был организован этот бизнес. Это был частный бизнес и государство, да, модель была, первая это была показательной, это Казбиф был пилотным проектом, флагманом, который должен был показать именно развитие мясного животноводства в Казахстане по технологиям, североамериканским технологиям, холодный метод содержания. И я думаю, это был такой учебный проект, более основная цель была завести генетику, затем дать возможность фермерам, частному сектору развиваться. Я думаю, это был такой более бизнес-план такого масштабного характера и в виде пример, да, потому что в тот момент было тяжело завести, да, скот самому фермеру, но Казбиф дал возможность именно увидеть в единственном числе, да, того же ангуса быка и забрать к себе на ферму и начать этот бизнес уже более мелком хозяйстве. Я думаю, бизнес-план у них был, у нас был в виде такой государственной поддержки, не более частного, более государственного. Я считаю, в Америке, в Канаде, в Австралии это поголовье, да, с чем сравнивать и с чем, к чему стремиться. Наше поголовье, потому что всего 10 лет, как индустрия начала в основном работать, как вы знаете, в Ангусе, в Герефорде нет такого поголовья, как в Америке, да, чтобы были большие аукционы, было поголовье и была большая конкуренция. В основном я считаю, когда есть конкуренция, когда есть из чего выбирать, тогда и будет и аукцион, и спрос, и все остальные попутные бизнесы.
Ну, это как бы моя деятельность, да, я больше 10 лет возглавлял Казбиф репродуктор. Но я думаю, первое, это как бы, первый был шаг, это мы завезли генетику. Это очень важно, да, как бы привести генетику, сохранить эту генетику и дальше дать возможность именно для развития. Ну, я думаю, на сегодняшний день это репродуктор, это более научная, да, как бы работа. Ты занимаешься генетикой, даешь жизнь, даешь развитию именно потенциалу. Я думаю, Казбиф в этом был очень неплохо, как бы за 10 лет мы обучили своих ребят, персонал и сами обучались. Мы очень легко пользовались искусственным осеменением, да, ежегодно. Это для ремонта, для улучшения стада. Я лично в составе там своих ребят, мы ездили в Америку и выиграли американский грант по обмену именно по пересадке эмбрионов. Это, я считаю, как бы высший пилотаж, именно пересадка эмбрионов, где ты получаешь самую лучшую генетику. Супермама, суперпапа. Искусственное осеменение — это 50 на 50, там ты приводишь семя быка, а именно по эмбрионам мы получаем ту генетику, которая нам нужна. Да. Ты не можешь привести там супер быка, супер маму, потому что цена очень высокая. Но в виде эмбрионов вы можете привести это и у себя на хозяйстве это все использовать. Ну, я думаю, дальше это как бы именно по кормопроизводству, да, как бы мы как репродуктор в степи, да, в Мамае, где нет воды, мы поставили орошение на 200 гектаров, которые ты контролируешь свою как бы конечную цель, да, ты можешь контролировать кормопроизводство. Я думаю, это тоже очень важно. Это весь мир развитый, Северная Америка, это на этом и базируется, да, как бы кормопроизводство. Я думаю, то, что мы достигли, это основной результат, это телята, которых мы в годовалом возрасте продавали бычков, они достигали 500-550 килограмм. Я думаю, это очень хороший результат в сравнении с нашим местным поголовьем, да, местными породами, когда средний вес в годовалом возрасте достигает 250-300 килограмм. Наши бычки в годовалом возрасте достигали 500-550 килограмм. И телочки в годовалом возрасте мы их осеменяли в 13-14 месяцев. Средний вес у нас составлял где-то 380-400 килограмм. Я думаю, это международный такой показатель. В Америке, в Канаде это как бы считается как бы стандарт. И я думаю, вот это и был результат наш. Достичь этих генетических показателей, чтобы они прижились у нас и в наших условиях дали такие результаты. Ну, преимущество оно очень высокая, да, как бы, да, это очень трудоемкая работа, да, как бы очень ответственная, есть затраты очень большие, да, но, как я до этого говорил, ты получаешь потомство от супермамы и от суперпапы, да, это быки и телки, которые считаются на рынке самые топовые, да, за которых, ну, очень много платят в тех странах, да, там за рубежом. И у тебя есть возможность эту генетику привить у себя здесь, и не тратя время там, на улучшение поголовья. Да, там, вы, как все понимаете, чтобы получить приплод, вам нужно 3 года времени, да, чтобы телка выросла, забеременела, родила. Как бы, это берет цикл где-то от 3 до 4 лет. Да, как бы. Вы должны ее заново осеменить лучшим быком, и это займет очень большое время. А с помощью эмбрионов вы сокращаете это время, риски, и в итоге вы получаете очень хороший приплод. Секрет он очень простой. Если вот даже брать, есть такой мультик «Спанч Боб», да, там есть вот этот одноглазый червь, который бегает за рецептом, да, секрет, а в итоге там, когда он открывает, там ничего нет. Так и в Казбифе это, наверное, была сильная вера в это. Мы верили, что мы делаем, потому что мы это видели. Когда мы начинали этот бизнес, человек должен поверить, что на самом деле это возможно сделать. Ну, есть уже результаты, да, которые за рубежом, в Америке, оно работает, и как бы это такие же люди делают, которые имеют
одну там, две руки, две ноги, как бы. И мы когда это все видели, мы в это поверили. И когда мы привезли весь проект сюда, в Казахстан, начали работать, я думаю, основной успех это был вера, и что это можно сделать. Это как бы был такой челлендж, да, или какой-то как бы вызов. Мне было 25 лет, когда я приступил на эту должность. И я думаю, это было для меня дело чести. И когда ты веришь в это, очень простой рецепт. Первый борт, да, это был как бы первый борт, он прилетел, Боинг, да, как бы большой борт привезли в палетах коров в аэропорту. Ну, это такая самая первая история, смешная, как бы мы привезли ребят, наши животноводы, все приехали. И на аэропортной площадке с палета выпрыгивает корова. Она бежит на взлетную полосу, крик, шум, вы знаете, это особые объекты. Начинает там охрана выбегать. И наши животноводы, которые ярые такие, наши казахские ребята, которые там всю жизнь росли. Ну, говорю, ну теперь, ребят, показывайте. Мы должны ее поймать, привезти сюда, закрыть палет. И в тот момент Ангус, он буйный, он начинает прыгать, там никому не подчиняться. И тогда вместе с коровами прилетели ковбойцы, да, это американцы ребята. Майк Слоттери, тогда 88-го года пацан, это сколько, 10 лет назад, это ему было сколько, за 20 лет. Он ловит эту корову, закидывает лассо, затягивает, заводит. И, ну, это был такой, да, для меня было очень интересно, да, мы все животноводы в душе, да, там кричим, но когда коснулось, надо было остепенить животное, да, там привести, наши навыки, оказывается, устарели, да, как бы. И молодой парень, которому 20 лет, он ловко справился и загнал корову. Тогда я убедился, на самом деле, они ушли далеко от нас, даже по элементарным приемам, когда загоняли корову в палет. Палаты и для этого же они созданы, как бы, чтобы совместно работать. Мы очень плотно работали с палатой, даже когда подбирали быков-производителей, да, Бауыржан Разак, тогда занимал должность, кажется, заместителя директора, Даурен, мы с ними подбирали очень часто, обсуждали именно EPD, рассчитывали быков, да, как бы через них мы заказывали семя, да, чтобы именно подходящие нашим климатическим условиям, да, как бы нашим требованиям, потому что ребята это все хорошо понимали. Вы как понимаете, EPD это очень такая сложная такая формула, где вы рассчитываете их показатели. Я думаю, как палата, они эту роль очень хорошо выполняли, и мы совместно с ребятами делали вот эти все подборки, продажи были у нас. Я думаю, вот эти все выставки, да, которые продвигали бренд именно Ангуса, чтобы люди больше знали, я думаю, это как палата, они как бы, мы совместно очень большую работу делали. Я являлся совет директоров, как бы, да, как бы мы все вот эти вещи каждый год перед собранием, каждый год перед обсуждением каких-то проектов мы всегда вместе это обсуждали и накладывали именно в реалии существующих проблем именно хозяйства. Сама партия, да, как бы республика, это молодая партия, она была создана год назад. Основные как бы у них постулат, да, как бы или девиз это молодые ребята, патриоты, которые переживают за страну, которые готовы идти, не жалея сил и знаний. Это предприниматели, которые занимаются реальным производством, бизнесом, понимают всю проблему изнутри и готовы свои знания, свои умения, свой опыт именно дать государству в виде парламента, да, в виде законодательной базы и очень плотно работать именно с населением. В основном у партии 6 основных
направления. Это образование, медицина, культура, АПК, развитие АПК, развитие малого, среднего бизнеса и понимающее государство. Да, как бы это государство, которое идет на понимании, которое будет совместно работать с партией. Основной как бы девиз, я думаю, вот это, то, что ребята с реального сектора бизнеса и готовы они это все дальше продвигать. Но даже когда я начал задумываться, да, когда предложили вступить в ряды партии и быть поданным как бы маджлис в виде по партийному списку, я для себя вопрос задал, готов ли я, да, ну, не рано ли еще. То, что я сегодня говорил, 35 лет, да, это молодежь. Оказывается, мы уже в состав молодежи не входим, мы входим уже в средний возраст. Именно то, что я до этого говорил, да, как бы вера, да, как бы и желание это делать, да, так и здесь, как бы то, что я получил за рубежом, образование, затем были предложения остаться там, да, за рубежом, дальше работать, но вот эта вера и вот это стремление сделать что-то лучшее в стране, именно тот проект, как Казбив, да, это был такой нулевой проект, с которого мы начали с нуля и сделали то, что на сегодняшний день есть, да, это и генетика, и продукция, и окончательный продукт, это мясо, да, которое пользуется спросом в Казахстане, за рубежом. Вот это, я думаю, то, что 12 лет я отработал там, получил опыт именно в сельском хозяйстве, получил опыт именно в управлении коллективом, да, как бы риски. Это сельское хозяйство, оно очень рискованный бизнес. Вы не можете контролировать погоду, вы не можете контролировать стихийные бедствия, да, как бы это все такое, как бы. И пройдя вот этот определенный момент, как бы стрессоустойчивость, определенные моменты, я думаю, есть с чем поделиться, да, как бы зная вот эти все проблемы изнутри, которые мы видели в сельском хозяйстве, да, как бы дать какую-то, я не говорю, что мы изменим все, да, как бы это тяжело одному человеку, да, или там партии перевернуть все. Для этого нужно время, да. Каждая перемена это как бы период времени, да, это считается как бы 25 лет, это определенная generation, да, это переход определенного времени, когда меняется что-то. Я думаю, 25 лет это как бы один из таких моментов. Казахстан сейчас прошел этот свой первый шаг, да, 30 лет независимости. Я думаю, следующие 25 лет это будет время перемен, где молодежь, которая готова работать, готова учиться, готова принимать те изменения, которые творятся вокруг Казахстана, потому что мы страна, не можем сами жить, да, закрыто. По-любому все влияния, которые внешняя экономика, все влияет, мы должны адаптироваться и быть готовым к таким переменам. Это, я думаю, каждый родитель, да, он вспоминает свое детство, да, какое у тебя было детство, как тебя воспитали. У меня мать с отцом, они учителя, работали в школе. Мать русовед, отец преподаватель трудов. И я думаю, у нас было свободное, как бы они нас воспитывали так, что не было такого, что это нельзя, то нельзя, как бы было такое свободное воспитание. У нас родители никогда не запрещали делать какие-то вещи, которые, ну, было полезно. И так и здесь, наверное, в моей семье, сейчас у меня сын старший и 3 девчат младших. Как бы такого особенного метода нет, но мы очень сильно с женой как бы смотрим именно на как бы хотение, да, или как бы стремление самого ребенка, да, к чему он ближе. Гуманитария или там точные науки, да, это, ну, в основном в образовании, да, как бы
И когда я сына начал как бы проверять, да, к чему он ближе, он более оказался точной науке, да, к математике. И грузить его теми предметами, которые ему неинтересны, я считаю неправильно, как бы. И мы ему дали возможность, чтобы он сам выбрал, да, как бы. Он выбрал математику, он выбрал шахматы, и как бы мы дали возможность ему это дальше развивать. Он не может там, как гуманитарные науки, да, там рассказывать, тексты читать, но он более ближе к этому. Я думаю, вот это основной момент, как бы дать ребенку с каждым годом, когда он растет, он сам показывает, да, к чему он ближе, что он хочет. Вот такой, наверное, формат, чтобы это было свободно, и чтобы завтра он сам осознанно к этому пришел. Ну, это было, наверное, студенческие годы, да, как бы такого как бы прям фанатизма не было. Моя первая коллекция, я когда учился в Америке, это было 25 центов, где имеется штат. Каждая монета имела штат. Но когда я учился, там, кажется, 4 или 5 штатов еще не было как бы в обороте. Я прям ждал вот это как бы, чтобы они вышли, я их собрал. Я уехал уже с Америки, учебу закончил. Я звонил ребятам, чтобы они меня отправили по почте. Это все пришло. И оно у меня лежало дома как бы в копилке. И когда я вот женился, это все как бы жена сделала подарок в виде большой такой картины и в виде как бы с названиями штатов. Это была такая. И это была наша, наверное, первая коллекция. И внизу она подписала, что у Мурзаков Families Collection, да, как бы это был наш первый такой. И это вот, оно вот так и, наверное. А так, чтобы заниматься, такого не было. Это просто было, наверное, хобби более. Настоящий друг — это, наверное, человек, который с детства с тобой, да, это человек, который был с тобой, когда у тебя не было ничего, когда ты был искренне, открытый, ты вырос, занимаешь определенную позицию, и ты до сих пор вместе как бы с ним, я считаю, вот это и есть настоящий друг. Это, ну, мое такое как бы личное, сугубо мнение. Ну, планы, вот каждый год, например, да, ну, конец года я подвожу итоги с семьей, да, как бы, и начало января я пишу определенные для себя планы на целый год. Это как программирование, да, ты должен знать, куда ты стремишься, что ты должен сделать и что ждать от этого года. Да, у меня, я это, наверное, уже веду последние 10 лет, как бы, и в своем, как бы, моей книжке, где я ставлю планов, есть где-то 10 целей на этот год. Но это личное, наверное, которое как бы, это, да, семья, это, наверное, свой какой-то профессиональный рост, цели определенные для развития бизнеса. Ну, как я вот с Казбифа ушел, как бы, у меня всегда была мечта, как бы, начать свое дело, да, как бы. Это всегда человек определенный возраст, он до определенного возраста должен получить какой-то опыт, стаж, какой-то багаж, а после этого как бы начать свою деятельность, да, как бы. И я думаю, план на 23-й год именно развитие того бизнеса, в котором я сейчас работаю, занимаюсь, что я папа 4 детей. Это очень важно, я считаю, потому что дети — это самое. И когда тебя любят, я думаю, это тоже очень важно. Я очень счастливый папа. Ну, стейк, он идеален, когда ты не добавляешь ничего. Его естественный вкус. Ни перца, ни соли, ничего. Он должен на своем соку при определенной температуре, при определенном временном промежутке пожариться. Мясо, оно портится, когда ты начинаешь добавлять маринад, добавляешь определенные специи, ты теряешь саму
ценность и саму сочность и вкус мяса. Я думаю, да. Проявляется это тем, наверное, я всегда себе вопрос задаю, что я сделал для страны, да, чтобы требовать что-то, да, как взамен. И всегда патриот — это не тот, кто там, я думаю, там воюет или делает какие-то подвиги. Патриот тот, который старается маленькое, но что-то такое сделать для своей страны. Это да, даже элементарно посадить дерево, да, как бы ухаживать за ним. Я думаю, это тоже патриотизм, да, как бы. Каждый понимает это по-разному, но самое главное, вы должны верить, где вы живете, в страну, и быть немножко полезным для общества. 24/7. Моя история, наверное, есть такая притча, ну, дедушка сидит, 80 лет, старенький, подходит к нему, внучок говорит: дедушка, вот ты прожил 80 лет, наверное, у тебя очень много есть рассказать, там, показать. Дедушка задумался, думал минуты и говорит: блин, сынок, очень много, да, я прожил, но нечего рассказать. Я хочу, чтобы, когда будет такое же время, придет, да, чтобы было что рассказать, да, как бы, и чтобы это не было стыдно рассказывать, да, перед внуками, перед друзьями, и чтобы это было такая яркая и незабываемая, наверное,